Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Karavul faragat. Sağdan karşılamak için. Karavula. Al. Cenab Belarus Respublikası'nın prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikası'na gelmeniz şerefine fəxri qaral düzülüb. Qaral rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Faragat. Kılıcına. Al. Dikkat sağa. Attım da. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые гости, еще раз приветствую вас в Азербайджане. Я очень рад, что вы приняли мое приглашение и посещаете нашу страну с государственным визитом. Мы провели очень обстоятельный разговор по многим вопросам и двусторонней повестки дня, и по региональным, международным вопросам. Еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений. Мы очень дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем,
И думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга. Это основа наших межгосударственных отношений, потому что только в обстановке взаимного доверия можно уверенно двигаться вперед, всегда рассчитывая на взаимную поддержку в любой ситуации. Члены делегации имели возможность общаться вчера, и, насколько я знаю, контакты были тоже очень эффективными, позитивными, очень много тем, которые требуют своего решения. Смотря на перспективы нашего взаимодействия, мы видим огромный потенциал и в увеличении товарооборота, и в продолжении и расширении промышленной кооперации, в сотрудничестве в сельском хозяйстве. Ну и, конечно же, мы были бы рады, если бы белорусские компании, предприятия участвовали бы в восстановлении освобожденных территорий. На эту тему тоже члены делегации обсуждения проводили. Состав делегации тоже о многом говорит о тех вопросах, которые находятся на повестке дня, но, естественно, не ограничиваются этими вопросами, за которые отвечают члены делегации. Так что у нас сотрудничество достаточно многоплановое, имеющее хорошую историю и хорошую перспективу. Что еще раз приветствую вас, Александр Григорьевич, желаю хорошего пребывания в дружественном для вас Азербайджане. Ильхам Гейдарович, большое спасибо. Мы действительно, у нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем, даже если бы услышал кто-то, какие вопросы, они подумали, какие же у нас отношения. Самые добрые, самые близкие, мы как братья общаемся, мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется. И знаете, я вам сказал, там 1 на 1 про Гейдара, если бы он увидел, как развивается Азербайджан и так далее. Но я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной еще, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем, тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Потом надо, это важно, очень важно удержать эту победу. Но в-третьих, мы сошлись во мнении, и вы тогда затронули этот вопрос, что после войны начнется самое тяжелое время, когда надо будет возрождать те земли, которые вы освободили, начинать возрождение. И вот как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей, а они уже некоторые родились в городе, проблема, наверное, будет и так далее. Победили, победу удержали, сейчас надо возрождать. Это время, это большой труд, это за 5, а может и за 10 лет трудно это все выполнить. Поэтому, Ильхам Гейдарович, если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом, помощников у вас тут сейчас хватает. Но если мы можем на таких дружеских началах участвовать в этом, техника, еще там чего-то, агрогородки, рабочие места, переселить, возвратить людей можно, надо жилье и рабочие места. У нас есть определенные технологии, ваши специалисты, министры хорошо знают эти технологии. Если они годятся, если наша техника может здесь присутствовать и работать. Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Тяжелая история, но земли возвращены, их надо возрождать. Это гораздо, наверное, будет длительная и не менее тяжелая проблема и задача, которую Азербайджану придется решить. Я припоминал те времена, когда мы с Ильхамом Гейдаровичем обсуждали эту проблему,
И тогда он мне об этом говорил, что настанет тот период, тяжелейший период, когда нам надо будет возвращать людей. И вы очень правильно взяли курс на то, что мало людей вернуть, их надо поселить в хорошие, комфортабельные дома, потому что многие уже родились в городах, и одно дело переселить туда, а еще и поселить их в хорошие дома или квартиры. Но и этого мало, надо создать рабочие места. То, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, это останется на века, на многие времена. И все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить плечо свое, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием, притом ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает. Из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана. У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота в 400 примерно миллионов долларов. Мы договорились о том, что следующее заседание межправкомиссий в Минске, и с учетом сегодняшних договоренностей, и то, что наши министры работали здесь 2 дня и еще будут работать, мы вышли на новые задачи, на новое решение задач, прочтение некоторых вопросов, и договорились о том, что эта дорожная карта в Минске межправкомиссии будет актуализирована. Что-то уже устарело, появляются новые проблемы, все там будет отражено в этом плане. И когда здесь состоится конференция международная по климату, скорее всего, я на ней буду, я планирую, мы снова, может, в более узком составе встретимся с Ильхам Гейдаровичем, и там сопредседатели нашей межправкомиссии доложат, а что же это за карта, а что сделано по этой карте. Мы же не будем ждать, пока нарисуют министры карту, а потом со следующего года начнем. По каким-то вопросам так и будет. Но есть ряд вопросов, которые уже надо не прорабатывать, а начинать реализовывать завтра. Мы договорились о производстве совместных минеральных удобрений, комплексных. Ну а что тут медлить? Надо смешивать, делать комплексные смешанные удобрения и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан где-то не просил какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион. А он колоссальный. Иран, Пакистан, Индия. Они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные. Поэтому вот такой вопрос, его уже надо начинать решать и до ноября продвинуться. Такие задачи были поставлены. Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника и МТЗ, совместное производство, мазовской техники, совместное производство, пожарной техники, совместное производство, по производству лифтового оборудования, особенно старые лифты, еще в советских домах, квартирах, их надо менять. Мы сохранили это производство, мы готовы здесь вместе с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику. Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной техники железнодорожной, и платформ, и цистерн. У нас компетенции хорошие, у нас есть компании, заводы, которые их производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники. В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитного скота, коров, прежде всего, для того, чтобы полностью удовлетворили вы потребности в молоке, мясе крупнорогатого скота, мы поставим вам. Более того, мы готовы вам построить по опыту белорусскому агрогородок и инфраструктуру всю, и рабочие места создать, то есть построить комплексы, а также помогать создавать фермерские хозяйства. Такой опыт у нас от Венесуэлы начиная есть. Но это же не Венесуэла, это рядом. На одном языке разговариваем, понимаем друг друга. Поэтому мы для
Сначала построим вам такой агрогородок с рабочими местами, вы посмотрите, если это вам подходит, мы будем их тиражировать. Тем более мы имеем сегодня колоссальное богатство наше, это леса. Древесины у нас столько, что в Азербайджане это дефицит. Природа в этом плане нас наградила. Мы готовы создавать для вас дома с дерева. У нас практика в Беларуси распространена. Дом сюда в разобранном виде в вагоне привезли, за неделю поставили, он под крышей на фундаменте, так как делаем в Беларуси. Если это для вас подойдет, мы на возрождаемых землях, у вас территориях, готовы поставлять вам и строить такие дома. Словом, большой, очень-очень большой план, и мы будем работать. Что касается фармацевтики, лекарств, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам очень нужны, и создавать здесь совместное производство по лекарствам и ветпрепарат по технологии, которые мы умеем изготовлять в Беларуси. Это тоже очень большая программа, и программа, которая никому не мешает в Азербайджане работать. Мы здесь в противоречие никому не входим, даже и конкуренцию никому не составляем, хотя конкуренция должна быть. Словом, многое можем сделать и в гуманитарной сфере. Будем с вами сотрудничать в области спорта, здравоохранения, образования и в том числе опыт работы наших профтех училищ, раньше, как их называли, ПТУ. Мы готовы здесь возрождать и помогать на новой основе создавать профтехобразование объекты. Опыт такой у нас есть большой, тем более мы сохранили еще их с советских времен. А сегодня рабочие специальности очень востребованы и у нас, и в России, и в других странах СНГ, и в Азербайджане. Ильхам Гейдарович просил, чтобы мы занялись этой работой, мы будем обязательно вместе с вашими специалистами эту работу проводить. Да, мы обсуждали вопросы безопасности в регионах. Ильхам Гейдарович очень подробно проинформировал меня о том, что происходит здесь. Неспокойный регион, и слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы очень надеемся. Те, кто не живут, народы на Кавказе, поэтому это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает, но тем не менее никуда не денетесь. Так время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за Кавказский регион как лидеры. Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине подробнейшим образом. Оценки, точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. И опыт Азербайджана послевоенного устройства здесь, мирного устройства, очень важен и для нашего региона. Мы очень доверительно разговариваем друг с другом. У нас нет никаких секретов ни в личном плане, ни межгосударственном. Это способствует тому, чтобы наши министры также разговаривали и разговаривают уже на такой же ноте. И я лично жду от части правительства, которое с визитом здесь, что они уедут со своей программой сотрудничества с нашими азербайджанскими товарищами. И что приятно, что у нас вот где-то около 400 миллионов товарооборот. Уже сегодня с подачи азербайджанских министров мы начали выговаривать 1 миллиард. Это будет очень крупный шаг. Может быть, в 2 приема мы это сделаем. Сначала 500 миллионов получим товарооборот буквально в течение года-полутора. Ну и определенного времени мы выйдем на 1 миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы покупаем в недружественных странах, к примеру, какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны, ни на что не глядя, сейчас момент, отказаться от него и купить здесь. Точно так и Азербайджан будет идти нам навстречу. Ильхам Гейдарович, я приглашаю вас в Беларусь. Спасибо.
приеду в ноябре к вам, обсудим, ну и вы уже должны побывать в Беларуси, хотя мы очень часто обмениваемся визитами. Будем, как договорились, видеть рады вашего премьер-министра накануне, который подготовит ваш визит уже к нам. И самое главное, вот как другу, и моему личному другу, вам, и как братскому народу, я желаю, чтобы вы вот этот тяжелейший период возрождения прошли без всяких потерь и реализовали те планы, которые перед вами возникли. Участвует 12 национальных павильонов. Вот. Тут у нас самый большой национальный павильон в этом году в Беларуси. Добрый день. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты. Разрешите представить нам белорусскую экспозицию на выставке. 40 предприятий в этом году участвуют в выставке. От сельхозмашиностроения, мясомолочная, нефтехимия, кондитерская отрасль. Позвольте, с нее мы и начнем знакомиться с нашей выставкой. Добрый день. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности. На выставке участвуют 10 предприятий нашей отрасли, в том числе 4 предприятия кондитерской отрасли. Привезли мы сюда ряд наших новых интересных продуктов. Карамель, желейная конфета. Эти продукты сейчас очень популярны у детей. Также кондитерская фабрика «Спартак» представляет свою линейку, опять же, без сахара. Мы акцентировали в принципе продукты без сахара. Две кондитерские компании. Да. «Спартак» и «Коммунарка» основные. И еще есть номенклатуру. Наши кондитера очень старались, поэтому, если, господин президент, если позволите, наши художники такую поднесут шоколадная шоколадная книга, открытая книга. Мы через службу протокола, если позволите. Спасибо, президент сразу заберет. Я заберу, а что не туда. Съедят еще. Спасибо. Поэтому здесь мы пожелали процветания и мира вашему народу. Спасибо. Поэтому, если примите за честь. Президент владеет 5 языками, не только русским. Извините, еще мы, значит, ожидали и супругу вашу, поэтому тоже пригласит вторая фабрика. Спасибо. Давайте я передадим ей. Если можно, передадите, мы знаем, что любит белые цветы, поэтому это тоже шоколад. Они съедобные. Опять же, съедобные. Спасибо. Здесь начинается Брестская область, вот мясо-молочный холдинг. Колбаса пошла. Беларусь здесь никак не обойдешь, потому что самый большой. 300 квадратных метров закрытых площадей на улице Техники. Слуцкий сыродельный работают на рынке. Твердые сыры привезли для дегустации уже сейчас. Здесь продается у нас. Да. А новая продукция тоже представлена твердыми сырами. Концерн Белнефтехим, удобрения, масла представлены, упаковочные материалы здесь. Сырье для преформы, для ПЭТ-бутылок. Музыкальная поддержка на национальных инструментах. Цимбалы, да. Очень красиво. Да. Синяя вечность. Муслим Богомаев. Спасибо, девчата. Наше предприятие знаменитое «Санта Бремер». С 2007 года компания Бремер представлена, невзирая на то, что она мультикатегорийная компания, представлена здесь рыба и морепродукты. Я понимаю, что Азербайджан удивить морепродуктами сложно, но мы стараемся производить те продукты, которые востребованы. По этим технологиям. Работаем, конечно. У вас хорошие технологии. И работаем с дистрибутором. Компания работает с 2007 года с дистрибутором одним и тем же. Мы представлены в торговых сетях, развиваемся. В прошлом году мы продали на более чем $1 миллион рыбной продукции и планируем, что года через 2-3 мы удвоим эти объемы товарооборота. Компания Савушкин продукт. В прошлом году мы поставили на $4 600 000
молочной продукции. В этом году темпы роста по итогам первого квартала значительно выросли. Я считаю, что работаем мы неплохо, и очень приятно, что люди приходят на выставку пробовать продукцию и говорят: мы вас покупаем. Это я президенту прекрасно. твою продукцию сегодня тоже привез и передал. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо огромное. Спасибо. За рекламу будешь должна. Спасибо. И Гродненская область представлена у нас Гродненским мясокомбинатом. Меня зовут Вероника, я представляю Гродненский мясокомбинат. С 2016 года мы осуществляем поставки в Азербайджанскую республику, готовые колбасные изделия. В этом году открыли этот рынок по поставкам говядины халяль. Ну, у вас вкусно, это я знаю, вы умеете. Получаем хорошие отзывы. В Советском Союзе лучшая область была, в Советском Союзе, но они держатся. А это уже просто как бы стейки, да? Да, готовые для домашнего использования. Разработали. Это наш новый продукт, скоро будем, надеюсь, поставлять на ваш рынок. Жаль, что в Азербайджан привезли, мне так не показывали. Спасибо, что посетили экспозицию. Спасибо. Успехов. Вся линейка белорусских тракторов, 11 моделей мы выпускаем. Из них самые востребованные, как бы не было смешно, именно старые модели. Мы хотя новые привозим, но вся классика работает. Сейчас все обновляем внешний вид, делаем новую светотехнику, чтобы лучше было. И комфортные условия для тракториста. Ну смотри, президент поддержать, сказал МТЗ, чтобы не с качеством тут не провалились. Александр Григорьевич Лукашенко, встречайте! И сейчас, уважаемые дамы и господа, президент пройдет на площадку и покажет мастер-класс. Кто не умеет трубить, прошу. Басков, ты умеешь? Давай. Вот смотри, самые тяжелые. Бери. Вот, держи. Направление трещины. Найти трещину. Трещину нашли. Нашли трещину. И аплодисменты! Ребята, вы еще все ощутите, как это будет сложно. Итак, на край. Вот чтобы вот зазор был. Тогда она будет Чтобы был зазор. туда, куда надо. Можешь еще пополам эти? Это же пойдет. Безусловно, это просто огромная колодка. Я хотел бы обратиться к специалистам. Скажите, это какой размер? 62 сантиметра. А наши участники сегодня самый максимальный какой размер колодок? 32 сантиметра в верхнем отрезе и 40 сантиметров высота. Ну, говорят, что это будет уже посложнее. Мы посмотрим. Ищем трещину. И смотрим туда, в ту точку, куда мы хотим ударить. Супер! Аплодисменты, уважаемые друзья! Я надеюсь, у большинства участников будет получаться. Сейчас, Семенович, бери топор большой. Бывает, что кувалды нет, трещина, вот, надо повернуть. Вот. И в направлении середины. Мастер-класс. А это без кувалд. Ближнюю, дальнюю. Почему не рубится? Смотрите, сук, 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 пояс сучьев. Поэтому эту колодку надо было перевернуть. Давай, вот.
Ну, давай, немножко помогу. Туда же мы, естественно. Пошло дело, пошло. Есть! Все, начало положено. Хорошо. Почему сухое дерево надо рубить крупными долями? Потому что оно будет медленнее гореть и давать больше тепла. О! Я помню, мать уже у меня жила под Минском. Ну, ты знаешь, деревни экономили всегда. Я и нарублю этих дров. И она всегда говорила, что ты мне спичек нарубила? Я говорю, в чем дело? Это быстро сгорит. А это будет гореть долго. Если дрова сырые, вот как березка это, надо помельче, быстрее высохнут. Дрова должны быть сухими. Это хорошая установка. Поставишь и будешь европейцам рубить дрова. Так точно. Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им дров. Сколько нужно. А если серьезно, латыши там уже скамейки начали рубить на дрова, ты видел. Поэтому надо просто, это уже не шутка. Если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дорогие, пожалуйста, к нам бригады. Мы им выделим место, пускай вырубают этот сушняк и рубят на дрова. Правильно? Так точно. Все, уважаемые друзья, еще раз аплодисменты, мастер-класс от первого. Ну а сейчас я прошу все команды занять свои места согласно жеребьевке. По 10 сантиметров. Так, ну здесь я слышу, что здесь у нас Ваня участвует. 10 сантиметров. Так, ну Ваню поддерживаем. Все, поворачивай рядышком. СП чемпион! СП чемпион! О, теперь еще и этот убавь. Ну посмотрим, ребята, Вот удачи, удачи вам. Не трогай ее, руби, она сама к вам. Итак, это Руслан Турков. Хорошо. Так и не заулыбались. Расскажи, пожалуйста, это все? Это уже что? Ты закончил выполнение? Не есть. Это невероятно просто. Как ловко эти дешевки прощаются с бензопилами. Только щепки летят. Начали! Друзья, какая скорость! Мне кажется, что это заявка на победу. Отлично, давай! Второй к себе, да. И сильно вот, видишь, центр, вот сюда и удар сильно. Сильно. Ноги пошире, да. Какой Вот, еще раз пополам. Пополам. Ой, сильнее, видишь? Молодец. Ну, а тут тоже надо разрубить, а то будет больше 10. Мне кажется, что здесь громче всего работает. Вот. Я запомнил. Хорошо, ну, участница. Настя! 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 Ну, у тебя ж больше нет. Юля! Юля! Юля!
Хлопки Ильфа. Оски Рупа. Вот тройня единовременно растут. Марина. А что ты жаришься? Это смокер. Здесь топка. Используем два вида топлива. Черная ольха и дуб. Здесь ревер стоит и задерживается внутри температуры. В общем, это как русская печь эффект, только с дымом. Вот это что у тебя? Это да, покажи, Сергей. Это вот шашлык с лимоном. Это готово. А это? А где это другое? Это языки. Это вот оно закопченное. Смотри, какая Ну, это разные блюда, да? Да, разные блюда. Пожалуйста, любой, Александр Иванович. О, видите? Надо же расширять такого шашлыка я никогда не ел. Спасибо вам большое. Молодец. Спасибо. Все твои. Приятного аппетита. Мужики, дайте кашу. Какой? Перловой или гречневой? Можно чуть-чуть гречневой. Конечно. Немножко. Всего приятного. Спасибо. Сами готовили? Конечно, это здесь. Ну, идите пробуйте. Очень вкусно. Это все лесхозы? Да, все лесхозы, да. Твои или да, мои. только твои, да? Это вы делаете? Да. Это, я тебе скажу, лучший топор, чем тот. Да. Сейчас Александрович, это уже новый. Помните, ручку другую они сделали? Тогда делали так, они уже сделали и ручки новые. Этот будет лучший топор. Да. Уважаемые друзья, все ли готовы к третьему этапу наших соревнований? Марш! Давай, Сережа! Давай! Хоп! Сергей! 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 Смотри, смотри, все хорошо идем. Вот видишь твоя ошибка. Видишь, вот под углом отсюда, от красной линии все время. А ты в конце рубил уже на силу. Да. Ну, все равно, молодец. В общекомандном зачете дипломом и специальным подарком от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко награждается команда «Минская правда». Уважаемые друзья, большое спасибо всем тем, кто сегодня пришел. Я хочу поблагодарить Александра за организацию этого мероприятия. Согласитесь, что я всегда часто об этом говорю, любое государство сильно своими традициями. Может быть, сегодняшняя наша встреча на природе с самыми мощными, сильными людьми, а это прежде всего сельчане и лесники, может быть, это нам придаст хорошего настроения и здоровья на долгие годы. Поэтому благодарю всех наших судей, организаторов, которые с таким воодушевлением учили нас, учили других, кто участвовал в соревновании, вот этому хорошему, доброму, универсальному делу. Рубить дрова, надо это уметь делать. Лес валить, рубить дрова, ну и помогать нашим соседям. Времена непростые, помочь им надо, помочь нашим людям за пределами нашей страны. Вот смотрите, там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся в шутку, рубим эти дрова. Пусть приезжают к нам, мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны, мы готовы вместе топить печку, варить и поджаривать шашлыки. В общем, спасибо организаторам, спасибо вам всем.
счастья, настроения, успехов, здоровья. Чаще собирайтесь здесь. Всего доброго.